Я однажды просто постоял ночью, я на машине постоял перед таким магазином, и я увидел, кто выходит из этого магазина. Я вам скажу, это или алкоголики, которые уже просто социально опасны, которых нужно лечить, или молодежь. Нормальные граждане не выходят в 2-3 часа в 4 ночи с алкоголем из алкогольных магазинов. К сожалению, мы после этого имеем преступность, мы после этого имеем насилие в городе, после этого мы имеем детскую преступность, подростковую преступность. Почему? Потому что доступно. Слушайте, очень понятно. Очень понятно. Слова сейчас сказал. Слишком доступно это, слишком просто. Поэтому давайте провозгласим, что детский алкоголизм – это национальное бедствие. 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 Мне 40 лет. Я знаю, что через 10 будет 50, а потом 60. Вот он, ребенок этот, который стоит, парень, будет управлять этой страной. Если сегодня в нашей стране 18 литров, включая грудных детей, это озвучено с экранов телевизора, это озвучено высшим руководством страны. 18 литров на душу населения, включая грудных детей, употребляет наша нация. Всемирная организация здравоохранения говорит, 8 литров опасно для нации. 8 литров, и нация начинает деградировать. Послушайте, мы больше чем в 2 раза перевыполнили эту норму. Это опасно, это страшно. Если сейчас не остановить эту чуму, через 2, 3, 4, 5, 10 лет в этой стране будет огромная проблема. Может быть, мы сейчас еще не видим. Может, мы сейчас просто идем и... Подросток с пивом в руках для вас кажется ничего страшного. Через 5-10 лет этот подросток будет управлять этой страной. Через 5-10 лет, если ему 12, 14, 16, он станет алкоголиком. Алкоголиком, послушайте, родители, он будет управлять страной. Не надо думать, родители, что ваши дети не попадут в эту категорию. Не надо думать, послушайте, я тоже так думал. Я думал, что мои лекции дома своим детям достаточно для того, чтобы они не начали пить. Недостаточно. Моего ребенка обрабатывают 24 часа в сутки. По телевизору, в транспорте, в школу идет, из школы идет, его обрабатывают 24 часа в сутки. Если ему говорят не в 12, то в 14 ему точно говорят, ты начнешь. В 16 точно, а в 18 по-любому ты начнешь пить. Мой ребенок входит в группу риска. Я не хочу, я как родитель протестую против этого. Здесь еще родители, помашите мне рукой, пожалуйста. Кто? Родители, вы со мной согласны? Чего вы сюда пришли? Занимайтесь своими детьми дома. Вы думаете, так спасете? Нет, правильно я говорю? Не спасти детей, потому что недостаточно наших разговоров дома. И недостаточно даже, к сожалению, наших уроков, которые мы проводим в школе. Мы хотим, чтобы рекламы не было. Мы хотим, чтобы много было социальной рекламы, которые приглашают детей, призывают подростков. Просто совершенствоваться, достигать успеха, изучать, заниматься наукой, просто становиться полезными для себя, для общества. Мы это хотим, чтобы везде рекламировалось, а не через 50, 30, 20 метров реклама «Выпей». Там, где Россия. Боже мой, какая Россия? Давайте провозгласим еще раз. Борьба за трезвое детство – общее дело. Борьба за трезвое детство – общее дело. Борьба за трезвое детство – общее дело. Давайте, мамы здесь есть? Мамы, помашите, давайте провозгласим. Матери, вставайте на защиту детей. Матери, вставайте на защиту детей. Матери, вставайте на защиту детей. Давайте, отцы, не останемся равнодушными. Есть здесь отцы? Отцы, меньше, да? Я тоже без папы вырос. Это еще одна проблема. Это еще одна проблема. В 3 года я остался без отца. По той же самой причине. По той же самой причине. Все равно, отцы, давайте покричим, может быть, матери поддержат. Давайте крикнем: отцы, вставайте на защиту детей! 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 Я просто провозглашаю. Я знаю, что в моей гимназии есть совет отцов. Я с сентября иду к этим отцам. Мы просто будем организовываться. Я приглашаю всех отцов, которые сейчас проходят, может быть, мимо. Если вы неравнодушны к той проблеме, которую мы озвучиваем, приходите завтра на круглый стол. Мы проводим этот круглый стол в 19 часов по адресу Лесной проспект 17/2. ДК «Прогресс». Будет проходить круглый стол. Мы приглашаем всех неравнодушных. Мы просто знаем, как шагать дальше. Мы знаем, как обращаться, каким образом двигать снизу, из народа, из родителей эти требования и достигать, чтобы они были выполнены.
знаем как, приходите, мы это будем говорить. Не оставайтесь равнодушными, не оставайтесь равнодушными. Я вообще обращаюсь к тем, кто даже не отец и не мать, а просто гражданин. Послушайте, через 5-10 лет нам будет страшно выйти на улицу. Вам будет страшно выйти на улицу. Не проходите мимо, потому что если сегодня для вас не пугает, что на детской площадке массово выпивается пиво, что наши маленькие детки бегают. Мне сегодня был звонок буквально на горячую линию, мать звонит, невозможно. Детская площадка, она просто превращена в пив-бар. А кто это еще видел в городе? Поднимите, помашите рукой, может быть, кто-то видел на детских площадках пиво. Да вы что? Разве такое есть в нашем городе? Сколько угодно, правда? Поэтому таких звонков много. Не оставайтесь равнодушными. Сегодня ребенку может быть 10 лет, и он играет в песок. В 12 он уже будет в группе риска. В 14 его уже посадят на тоник. В 16 он уже будет пить пиво, в 18 алкоголь крепкий. Поэтому мы провозглашаем просто запрет на продажу алкоголя. Мы хотим, чтобы подняли возрастной ценз. Мы хотим, чтобы пиво было приравнено к алкоголю. Пиво было приравнено к алкоголю. Это алкоголь, это еще губительнее, это еще страшнее. То пиво, которое сейчас накачивается сегодня, в этот праздник, День защиты детей, наш город накачивается пивом. Наши дети сегодня накачиваются пивом. Скоро будет пивной фестиваль. Мы против пивного фестиваля, согласны? Давайте провозгласим. Пивной фестиваль запретить! Пивной фестиваль запретить! Пивной фестиваль запретить! Давайте скажем, что пивной фестиваль не праздник. Пивной фестиваль не праздник. Пивной фестиваль не праздник. Пивной фестиваль не праздник. Я, знаете, я глубоко в этом убежден. Когда проходит пивной фестиваль, я со своими детьми в город не выезжаю. Я знаю, что с городом, с этим, этот город превратится в помойку. Я буду видеть, для своих детей будет отвратительный пример. Да, может быть, где-то там, где проводится фестиваль, там, где огорожено, там, где много-много на каждого подростка приходится сотрудников милиции, там действительно порядок. Но все констатируют факт, что вокруг происходит страшное, страшное. И это все видят. Поэтому если этот фестиваль планировался как тот, который должен научить культуре питья, то он сейчас работает в обратном направлении. Совершенно точно. Поэтому мы требуем, чтобы пивные фестивали были запрещены. Подходите, пожалуйста, к людям в желтых футболках. Не оставайтесь равнодушными. Берите, пожалуйста, приглашение. Приходите на круглый стол. Вливайтесь в движение. Родители против алкоголя. Отцы против алкоголя. Вливайтесь, пожалуйста.